Поздравляю девушки с началом календарного весны, хотя, конечно, это иллюзия наша. Сегодня на 3 градуса холоднее, чем 4 дня назад. Ну, формально, вроде бы весна. Как сказал товарищ, жить стало лучше, жить стало веселее. Начиная новую тему, она будет поменьше, чем изучение творчества Шуберта, но весьма важная. Речь пойдет о творчестве великого французского композитора Эктора Берлиоза. Я проношу имя на французский лад, потому что вообще-то в России неправильно говорят. Нет такого имя Гектор во Франции, есть Эктор. Поэтому, если вы скажете французам Гектор, они вас просто не поймут, о ком речь идет. Эктор Берлиоз. Это великий французский композитор, они дословно гордятся, сейчас объясню почему. Он прожил относительно большую жизнь, больше, чем жизнь, например, Шуберта, Вебера, Шумана, Шопена, Мендельсона, аж целых 66 лет. Он рождения 803 года. Ставлю девушке маяки. На год раньше Михаила Глинки, его друга будущего, и на год раньше коронации Наполеона императором. То есть за год до того, как Бетховен взял и написал греческую симфонию. Это к тому, что, представьте, в 27 году, когда Бетховен умер, ему было уже 24 года, был молодой мужчина, рассвете лет. Так что он современник. И это тоже очень важно, потому что мозг Бетховена колоссально повлияет на мозг Берлиоза. Ну а прожил 66 лет, так что остальное считайте. Почему же занимает особое место Берлиоз во французской музыке, ну и потом европейской, слава быть, мировой? Да, у французов были яркие музыканты в начале XIX века. Они писали популярные оперы. Эти оперы ставились во всех странах Европы, но если сравнить достоинства их с тем, что писали, например, немцы, итальянцы, конечно, французы уступают здесь. И немцам в лице Вебера, и итальянцам в лице Беллини, Россини, Доницетти. Так, но это опера, а ведь были другие жанры. И получалось так, что как только в 18 веке немцы захватили лидерство в музыке инструментальной, симфоническая, ансамблевая, сольная музыка, фортепианная, французы были отодвинуты в сторону. Вот таких же ярких имен, как были, помните, Гайден, Моцарт, Бетховен, потом Вебер, Шуберт, не было у французов. Это было обидно. Конечно, были музыканты, инструментальные тоже. У них были симфонисты Мегюль, Госсек, у которых немало, кстати, Бетховен взял. Но класса Моцарта, Гайдена, Бетховена музыкантов инструментальных не было. И получалось, Франция великая музыкальная нация, а великих инструментальных композиторов-то нет. И вот такое место и занял Эктор Берлиоз. Значит, после великой французской музыки, помните, 18 век, там, Рамо, Куперен. Вот он стал следующим великим французским инструментальным композитором. Оставаясь им всю первую половину века, лишь во второй половине века появятся такие же яркие музыканты. Но не только он восстановил славу французской музыки и доказал, что французы могут писать не только оперы, но и великолепную музыку, инструментальную, но оказал огромное влияние на всю европейскую культуру. На французскую, понятно, немецкую, итальянскую, русскую, на чешскую. Итак, прежде всего для нас Берлиоз это великий инструментальный композитор. А теперь. Но Берлиоз не только композитор. Берлиоз фигура вообще, как многие музыканты-романтики, очень даже универсальная. Говоря иначе, это дирижер, и не простой дирижер, а золотой. Потому что это великий дирижер, один из величайших дирижеров той эпохи. И не только великий дирижер, а ими были еще потом и Лист, и Рихард Вагнер, а новатор этого искусства, этой профессии, который очень много изменил в дирижировании. Так, и кроме того, что много изменил, как практик, постоянно выступал, это была его работой, основной, по сути. Он даже написал первую, пожалуй, книгу, трактат, труд по дирижированию симфоническому. Так что он еще теоретик этого искусства. Так, потом, можно сказать, музыкальный ученый еще. Почему? А потому что он написал трактат о оркестровке. Это искусство, которое изучает любой композитор и многие инструменталисты оркестровые. Это искусство и наука. Так вот, он написал первым такой трактат. И его до сих пор изучают студенты в консерваториях разных стран мира. Кроме того, это один из величайших критиков в истории музыки.
И стал он таковым еще до Роберта Шумана. То есть, понимаете, вот 19 век – это век, когда музыканты-романтики занимались очень многим, занимались блестяще, Бог дал им много талантов. И вот, по сути, с них, с этого поколения, начинается профессиональная великая музыкальная критика. Потому что до них занимались критикой черт знает кто. Правда, и в их эпоху тоже занимались черт знает кто. Но они уже… Да, положите, пожалуйста. Спасибо. Они уже делали это профессионально. Потом будет Шуман. Блестящим критиком будут русские композиторы. Потом будет Клод Дебюсси, тоже великолепный критик. Так вот, критик великий, повторяю. И его деятельность как музыкального критика имела огромное значение для развития западной музыки в ту эпоху. Потому что он не только критиковал, он направлял, он поддерживал новейшие современные тенденции в развитии музыки. Так, теперь… Вернемся к тому, какую же музыку он писал. Да, он великий для французов, ну и для Европы, простите, но он не был универсальным, как, кстати, Бетховен не был универсальным композитором. Он не во всех жанрах писал. Девушки, сразу вас сильно-сильно огорчу. Для вас он не писал. Объясню почему. Он не играл вообще-то на фортепиано. И вот с детства не учили. А когда пробовали учить, он очень и очень не хотел. Так что это может быть единственный в истории музыки, нет, был еще один, по-моему, композитор, который не владел фортепиано. Кстати, по этой причине за фортепиано-то не сочинял, оно было не нужно, он сочинял записанным столом, он в голове все слушал, у него был потрясающий слух, воображение языковое, он слышал музыку сразу в звучании конкретных инструментов, тембров. Поэтому клавиры не писал, он сразу писал партитуры. Это будет как флейта, это гобой, это контрабас, это тромбон. Так, вы спросите, а на чем же он играл? Как же он учился музыке, не играя? Он играл, девушки. Его любимым инструментом был флажолет. Слово флажолет, возможно, вы слышали. Это вообще-то прием игры на струнных двух инструментах. Но флажолет еще название старинного струнного инструмента, кроме духового. Вот был любимый инструмент. А еще, девушки, обожал, простите, духовой инструмент, да. А еще обожал гитару. Великолепно играл на гитаре. Вот. И, кстати, для гитары кое-что сочинил. Хотя основной его инструмент, девушки, сразу скажу, оркестр, на котором не играют. В каком-то смысле, а в каком-то играют. Теперь, он не должен был стать музыкантом. Ну, история старая. Помните, как было у сына Глюка, вернее, у Глюка с папой отношения. Глюк тоже хотел, чтобы... Как потом будет у Сметаны, против Дворжика, папа хотел, чтобы сын мясником стал, как уважаемой серьезной профессии. Кто-то сказал, чтобы стал адвокатом. Так вот, а папа Берлиоз хотел, чтобы он стал врачом. Семейная профессия, традиция. А сын упорно не хотел быть врачом. Поэтому, значит, папа настаивал. Ну, сын поехал в славный город Париж, поступил в университет, на факультет медицинский, учился. А музыку-то любил, это была тайная любовь, тайная страсть. Так вот. Кстати, я забежал вперед. Сам он из Прованса. Прованс – это южная область Франции, ну, когда-то отдельное государство, земля. Для нас все не французы, а для французов они… Нормандец никогда не скажет, что он француз, он нормандец. Провансалец, прежде всего провансалец. Это, повторю, южная страна с другой культурой, со своим диалектом, кухней, музыкой, там очень сильно все отличается. Когда это была самая богатая, развитая часть Франции. Ну, лет так 700-800 назад, чтобы вы знали. Так вот, он южанин, что очень важно, темперамент очень даже южный. И семья любопытная, значит, ну, понятно, тогда маму не работали, она была домохозяйка, но мама была очень образованной женщиной и очень набожной, была католичкой. А папа был не просто не католиком, а был атеистом. Представьте, вот семья какого воспитания, его в разные стороны тянули родители. Один атеист, другая католичка. Поэтому вот в нем сочеталось любопытное такое, знаете, такое вольнодумство, смелость умственная, интеллектуальная. И он потом будет очень много писать духовной музыки католической. Очень много. Так, вот такие любопытные. Итак, уехал в славный город Парижик. Там, значит, концерты, спектакли. Он больше не проводит не на лекциях, а сами понимаете, где. Увлекается музыкой, уже начинает кое-что не понимает. Настолько понимает, что, чтобы заработать, устраивается в журнал. Каким? Музыкальным критиком. И пишет, вот с этого момента, он пишет статьи, рецензии в газету. Журнал де дебат. Ну, журнал споров, как сказать по-русски. Хотя слово журнал мы так не переводим. И, наконец, не выдерживает. Бросает к черту медицину, и тогда папа говорит:
Раз так, хорошо, дело твое. Ну, ты поступаешь против воли отца, так что поддержки от меня не жди. Все из дома перестали присылать денежные чеки. Мне нужно зарабатывать только. И вот если для этого у тебя было так хобби, сочинение рецензии, теперь это станет профессией. И до конца жизни Берлиоз будет зарабатывать сочинением рецензии. А если вы вспомнили, что он был дирижером, правильно вспомнили. Но понимаете, дирижер выступает даже не каждый день, а иногда и не каждую неделю. Поэтому это давало ему доход, но регулярно, не регулярно, а регулярный доход на жизнь. Берлиоз имел с рецензией. Да он-то блестящий, талантливый, это великий критик. Но понимаете, он-то считался прежде всего музыкантом и композитором, а приходил заниматься этим, вообще-то работа композитора. Так вот, и он эту работу проклинал, говорил, что он как раб на галерах, который прикован цепями, не может отделаться. И так до конца он приходил заниматься. Не его композиторская, я сразу забегаю, как композитор не зарабатывал на жизнь. Крайне редко, иногда, эпизодично. Не его дирижерская деятельность не давали им постоянного дохода. Только вот это писание. Но зато что? Зато свобода, братцы, делай что хочешь, он поступает в консерваторию. Ту самую, парижскую, первую, когда-то величайшую в мире. Итак, идет 26-й год. Заметьте, еще жив Бетховен, жив Шуберт. Только что умер Вебер. Он студентом музыки. Поступает не юным, как было принято тогда, уже молодым мужчиной, учится. У него очень смелые идеи в музыке. Ему много не нравится, много отрицает. Это нигилист той эпохи. Поэтому профессора его сильно не взлюбили. Очень многие. Так. Его только один поддерживает. Его собственный учитель. Антонин Рейха. Запомните это имечко. Почему? Это потому что Рейха будет учителем потом, вернее, в то же самое время, молодого-премолодого Ференца Листа. Но частным образом. На Листа в консерватории не возьмут. Он иностранец. Так. Это сейчас можно учиться, а тогда с этим было строго. И вот Рейха его поддерживает. В консерватории парижской, значит, были и есть обычаи. Там каждый год проводятся конкурсы. Конкурсы по сольфеджио, конкурсы по гармонии, конкурсы по сочинению. Принимать в них участие очень почетно, все студенты стремятся, но почетно почему еще? Там интересно был изобретен обычай, потом его в России унаследовали. А вот какой. Если ты победил в конкурсе композиторском, ты получаешь премию. А премия, девушки, любой бы из нас такую премию. В общем, ты на 3 года из славный город Рим, живешь на вилле, все тебе оплачено, только сочиняй, занимайся композицией. А потом предоставь произведение, написанное за 3 года. Поэтому назвали римская премия. И студенты говорят, лезли вон скоро, чтобы добиться ее. И он принимал участие в 1 год, в другой год, не первый. В 3-й год, наконец, первый. Но третий раз, в смысле, это был последний курс. Наконец, первый. А повторяю, там конкуренция была жесткая, что все хотели. И вот он получает, значит, 30-й год премию. Да. Едет в славный город Рим. В этом городе он живет на вилле. Вилла называлась, господи, вилла Медичи, по-моему. Я могу забыть, извините, если что. Так вот, пишет музыку. Ну, конечно же, как любой приехавший музыкант, изучает итальянскую музыку, итальянскую культуру, историю, все восхищает. Вечный город, Колизей, все такое. Там он знакомится с молодыми людьми. Туда приезжает как раз во время знакомства с итальянской культурой Феликс Мендельсон молодой, а он-то его постарше, на целых 6 годков. Туда приезжает молодой русский музыкант Михаил Глинка, тоже знакомится. Вот так возникает это знакомство. Кстати, тогда музыка Берлиоза очень сильно не понравилась Мендельсону, он не взлюбил ее. Она слишком сумбурной казалась ему. Он вообще такой радикальный взгляд, молодой человек. Я говорил о его темпераменте, южанина. Так вот, дело еще в том, что когда он жил в славном городе Парижике, это из сказки слова, но это почти по-якутски звучит, по-якутски Парижка звучит, а из русской сказки Парижик. Так вот, он влюбился в одну молодую актрису, Хэрриет Андерсон, постойте, нет, не Андерсон, фамилию забыл, а имя помню. Ладно, и фамилию вспомню. Она ирландка, она приехала из Лондона с английским театром, они ставили Шекспира. Это была сенсация для Европы. В Европе Шекспира не знали, не ставили, не говорили о нем. И вот тут открытие. Он обожал театр, вообще музыкальный театр, драматический. И вот он сходил. Смитсон, да, такая заурядная британская фамилия, Хэрриет Смитсон.
пошел на спектакль, на первый Шекспира потряс. Он потом будет не раз обращаться к его. Во-вторых, это актриса. Рыжая ирландка, талантливая. Ирландцы говорят почти, что все рыжие. В общем, влюбился в нее. Она его упорно замечала. Поклонников было много. Он так влюбился, что даже, представьте, квартиру снял напротив ее дома, чтобы утром видеть ее, выходить на балкон и здороваться. Так, ну и так далее. В общем, он там время знал, что она вроде бы выходит замуж. Ее дело, естественно. Но он в ужасе, он в отчаянии, он в возмущении, он в гневе, он в ярости. Что он делает? Оцените его темперамент. Он потом отразится в музыке. Он покупает пару пистолетов. Он садится в почтовую карету и несется в Париж. Намерение убить вначале ее, потом его. Хорошо, до Парижа, это и сегодня на автобусе от Рима ехать, ну, так часов, ну, 14, наверное, да. А тогда в карете 3 дня трястись без перерыва. В общем, пока он доехал, из него все вытрясло, к счастью, транспорт был совершенно. Поэтому приехал, убивать никого не стал. Но событие поторопил. В общем, быстро предложил руку и сердце. Она сомневалась долго. И, может быть, была права, что снимался, но человек такой ненадежный. Вышла замуж за него. Почему ненадежный? Как и многие романтики, человек неуравновешенный. Как Шуман, к примеру, как в известности был Вебер. Возможно, что это характер эпохи. Многие из них были таковыми. И Лист, и Вагнер. В общем, это были люди, которые витали там в облаках, в фантазиях, в воображении своем, не на реальной земле. И забегая вперед, скажу, что брак как был неудачным. Они прожили вместе 20 лет, потом он ушел от нее, влюбился в другую женщину. Она тяжело болела долгое время. Печально кончила бедняжка жизнь в Париже. Есть хорошая картина, ее показывали год назад. У меня рекордер поломался. Французская картина, нет, франко-русская, о Берлиозе. Очень добротно показана его жизнь. В общем, такая натура, знаете, пылкая, увлекающаяся, страстная, во всем буквально. Вот возвращается в Париж, и тут, да, он уже дипломированный музыкант. Он действительно рассчитывает какую-то хорошую должность, соответствующего достоинствам, талантам, образованию. Вот, но не спешат ему предложить такую должность. Мне предложили одну. Мне что не гадаете какую, поэтому не буду предлагать вам гадать. Должность библиотекаря библиотеки Парижской консерватории. Работа-то хорошая, конечно, но он же, говорит, хотел должность композитора какого-то, писать музыку только. Вот, он даже некоторое время поработает в этой должности, потом уйдет. И такое. Дело в том, что к тому времени он, да, талантлив, но он не здесь никому. Он еще не прославился, нет шедевров. Так что понять-то можно его, что не спешили ему. А во-вторых, он был здесь, такими, знаете, радикальными идеями сильными и отрицанием старого. Кстати, не всего старого. Он в восхищении был от музыки Бетховена. Для него это был образец, кумир, он хотел подражать ему и подражал, быть похожим на него. От Бетховена много возьмет. Начинается, в общем-то, самостоятельная профессиональная жизнь взрослого человека, когда он зарабатывает. Кстати, чем зарабатывает? Да, кстати, понятно, кроме того, он идет в оркестр и играет. Отгадаете на чем? Впрочем, тоже не отгадаете, я бы не отгадал. Нет, не на флажолете, не на гитаре, гитара не была оркестр, он играет на литаврах. Вот такая судьба барабанщика. Конечно, это будет не всю маленькую часть, но и там. И когда вот исполнялась его симфония, фантастически будет изучать, он сидит в оркестре, он еще не дирижер, и играет на литаврах. И все время смотрит не просто в зал, а на балкон, где сидит, в ложу, где сидит Харриет Смит, она его пригласила. Рассчитываю знать, как оценит она его произведение, потому что это посвящено ей. Это симфония автобиографии, это прям-таки исповедь, монолог музыкальный, потому что это симфония его страстной безумной любви, которая довела ее буквально не до белой горячки, а до наркотического опьянения. Что, по сути, это симфония монолог наркомана. И так можно назвать. Вот такие это описали симфонии. Так, да... О, Боже. Насколько начал. Ладно. Так вот, девушки. Я был очень подробен, поэтому дальше сожмусь. Сразу забегая вперед, скажу, что романтики 19 века очень разные по облику своей музыки, но разные еще по степени смелости и новизны в искусстве. Так вот, самые смелые, такие радикальные, которые предлагали музыку преобразовать, был он, потом Роберт Шуман, потом Ференц Лист и Рихард Вагнер. Это, говорит, авангард романтизма той эпохи. Поэтому Берлиоз окажет сильное влияние на русских музыкантов. Балакирев, Драгомышский,
Мусорский, Бородин, Римский-Корсаков, Чайковский. Очень сильное влияние. Но Балаки Берлиоз сделал еще одно великое дело. Он пропагандировал первым русскую музыку за границей, во Франции прежде всего. Что он влюбился в русскую музыку Глинки. Так что за это ему отдельное спасибо. И не только исполнял, но и писал о ней. Так вот, ну а теперь все-таки судьба. Так вот, Берлиоз, в общем-то, при жизни, там, во Франции, по-настоящему понят и принят не был. Вот. Во Франции очень холодно встречали, поэтому концерт проходили редко. Те, что проходили в убыток, хотя он пытался заработать денег, он же как композитор зарабатывается, они принесли одни убытки. Он имел больше признания в Англии, потом в Германии, в немецких странах, вернее, тогдашних. Германии еще не было. И особенно огромный успех, и он поэтому приезжал как раз в России. Феноменальный, фантастический успех. Не знаю, с чем объяснить такое, но авангард той эпохи самый большой имел успех в России. Будь то он, будь то Вагнер, будь то Лист, публика восхищения была просто. А там во Франции очень сдержанно. И такое тоже было. Более того, в Россию он потом страстно влюбится в одну русскую барышню, дочь генерала, Растопчин, по-моему, фамилия. Вот. И она его любила, но все просто. Представьте. Он, в России иностранец, а тогда не было такого почти иностранца, в 19 веке уже исчезло. Б, француз, то есть человек, представляющий репутацию легкомысленной нации. В, он мещанин, он из низов, а генерал-то, раз России, он, естественно, аристократ, до старой фамилии, поэтому, конечно, не могли просто отдать дом замуж. Вот. И даже пригрозили, что его выдворят насильственно из России, если он будет продолжать попытки. Он понял. Это была Россия Николая II, с этим не шутили Николая I. И такое тоже было. Вот так что успех он имел как композитор в России, Козлов Тильдерин. Но больше, чем композитор, он имел успех как дирижер. Дело в том, что исполнял ведь не только музыку Берлиоз, он исполнял всякую музыку. Блестяще исполнял музыку Бетховена. Он исполнял музыку современных авторов. Да, он играл Глинку, Шумана, симфонического Листа. Заметьте, не всех современных композиторов, а, как говорят сегодня критики, прогрессивных, то есть самых передовых, продвинутых той эпохи. И исполнял блестяще. Он был талантом от Бога дирижером. Как дирижер, он очень сильно изменил оркестр, и как композитор. Он его увеличил еще больше. Ему уже не хватало 60 бетховенских музыкантов. 70, 80 давайте ему. Он усилил медную группу, после Бетховена еще усилил. Он ввел в оркестр тубы, то есть тяжелый мир. Он добавил еще тромбонов, добавил еще валторн, добавил труб. Он ввел в оркестр арфы. Вот при нем родились большие оркестровые арфы. Тогда это не был оркестровый инструмент. Почему он искал новые краски? Он вез бас-кларнет в оркестр. Очень необычный инструмент. Так он хотел больше красок. Он колоссально расширил звучание динамического оркестра. Вот у него оркестр был уже 4 пиано и 4 форте. Поэтому его выступления в современной корректуре изображали так, как будто он полководец, а музыканты его армия. А их медь тяжелая, тромбоны, тубы — это пушки. Вот на многих карикатурах. Очень едко. Причем тогда ведь не было в современных концертных залах, вернее, было их мало. Поставляется Гевенхаус при Мендельсоне. И поэтому выступал с оркестром, никогда не догадаете, в цирке. Это был такой цирк, Трокадеро назывался. Он находится там, где сейчас в Париже. Вот если помните, где находится Эйфелева башня, по кинокартинам, то вот если пойти через Сену, там находится большая площадь Шайо и дворец Шайо, через мостик. И вот там был цирк Трокадеро. И оркестр располагался в середине, на арене, потому что было самое большое помещение Парижа, помещалось 5 слушателей. А меньше не просто оглохли люди, а такое звучание колоссальное. То есть это звучание тоже потрясательное. Как громко оркестр играет. Ну как сегодня еще рок-группа. Может быть, им на стадионе выступать. Вот такой. Поэтому, повторяю, он был мастером такого оркестра. Почему он написал трактат. И не только трактат. Понимаете, может писать ученую книжку, а сами как компьютер делают это не очень хорошо. Вот он был блестящим оркестратом. И это одна из сторон его таланта композиторского. Феноменальный, блестящий оркестратор. Никто тогда не владел оркестром, как он. Но только Глинка рядом с ним встанет. А до него Вебер. Потом так будет Вагнер. А вот если о других талантах, гармонически он уступает, например, с Шопену, на мой взгляд. А мелодическим талантом Бог его вообще обидел. Увы. Есть у него ряд приятных мелодий, но красивых мелодий, больших нет. Ему далеко до Глинки, до Мендельсона, до Шопена, до Шумана так.
Но он поэтому брал мастерством в изобретательности оркестровой, фактурной, тембровой. И здесь он, конечно, превосходный мастер. Так вот, какую же музыку ты писал? Да, инструментальную прежде всего, это считаю правда. Но опять же, не все. Я повторял, он был очень неуниверсален. Симфонии. Раз. Ну хорошо, вы знаете, что еще увертюру. Увертюру тоже писал много. Но никаких концертов. Это его не увлекал жанр. Может, потому что сам не двигается. Дальше, ну хорошо, оставим пока симфоническую музыку. А другая ведь инструментальная есть. Есть музыка ансамблевая. Ничего, никаких квартетов, квинтетов, трио, сонат для дуэтов. Сольную тоже не писал, ну кроме гитары. Поэтому для вашего брата ничего не придумал. Так что видите, в инструментальной музыке симфоничка. Здесь он и просто стал великим. Идем дальше. А как насчет опер? Писал, любил этот жанр и почитал себя выдающимся оперкомпозитором. Но при жизни оперы не встретили, по оценке понимания, да и сегодня стоит крайне редко, в основном французы и во Франции. У него есть опера «Троянцы». Но это не просто девушки оперы, это две оперы в одном. Диалогия. «Крепкий орешек 1», «Крепкий орешек 2». Так вот, «Троянцы». Это две оперы. Так, «Троянцы». Потом... сейчас. «Бенвенуто Челлини». Бенвенуто Челлини. Был такой знаменитый в эпоху Возрождения скульптор, но прежде всего ювелир знаменитый. Вот это. Вот. Так что, я думаю, это объясняется просто. Сами понимаете, он не был... Если у вас нет мелодического таланта, писать вокальную музыку, а тем более оперы, ну очень рискованно. Оперы... Так что не вышел великий композитор. Но был еще один жанр, который он обожал. И вообще он был широко распространенным во Франции, среди французских композиторов. Французы обожали вокально-инструментальные жанры. Что это такое, вы слышали, когда мы сказали про Бетховена и Генделя? Возможно, вас удивит, как же так? Обожать-то обожали, где же их великие имена-то в этой области? Да, вот такой парадокс. Обожать обожали, но таких шедевров, как были у немцев, не было. И вот он, Берлиоз, написал много в этом жанре. Оратории, поэмы, кантаты. И вот в этом жанре он более удачлив. И среди его шедевров знаменитый «Реквием». Это один из великих реквиемов после Моцарта. Наряду с реквиемом Верди, Дворжака, реквием для солистов, хора, оркестра. А еще произведение странного жанра. Странно потому, что нельзя назвать ни оперой, ни симфонией, ни ораторией, а и тем, другим и третьим. Поэтому это называют так уклончиво. Драматическая поэма. Это название жанра, девочки. А имя собственное имя — «Осуждение Фауста». По Гёте понятно. «Осуждение Фауста». Драматическая поэма. Это тоже его шедевр. У него есть оратории про Христа, про детство Христа, про взрослого Христа. Он потом стал очень религиозным человеком. Возможно, связано вот с чем. Значит, молодым человеком, ну, молодым мужчиной погиб его сын, к сожалению. Он был морским офицером. У него было много потерь. Отца он потерял рано, мать, и хотя с отцом были, конечно, напряженные из его решения, но он любил безумно их. Он был таким нежным, преданным сыном, поэтому жизнь его не баловала. Ну и потом вот с любовью вышло тоже не совсем, скорее, с Минцем разошлись. Он последние годы жизни тяжело болел, весьма тяжело, в 60-е годы. И еще, вот после 48 года, по сути, изменилось его творчество очень резко. Почему? В нем исчез вот эта смелость, порыв, новаторство, дерзость. Он стал уже осторожным, робким, сдержанным. Теперь о робкости и сдержанности. Дело в том, что он очень много музыки изобрел. Это музыкальный изобретатель. Что он изобрел, девушки? Помните, Бетховен, есть программа «Симфония пасторальная». Верно? То, что Бетховен был эпизодом смелым, изобретение программной симфонии, Берлиоз делает нормой. С Берлиоза у него все симфонии программные. А потом будет у многих, он чем-то он делает нормой. Так, но он пошел дальше. У Бетховена это программность картинная. Вот природа, пейзаж, лес, ручеек, полянка, цветочки, веселые пейзани, то есть крестьяне говоря по-русски. А у Берлиоза программность сюжетная.
И берет он для своих сюжетных симфоний великие произведения литературы, драматургии. Вот что. То, что Бетховен сделал в увертюрах, он делает в симфониях. В этом и открытие. Но представьте, симфония «Ромео и Джульетта». Название уже многое говорит. Так. Дальше. Итак, программный симфоний изобрел. Он изобрел новый вид симфонии. Какой еще? Симфония-концерт. Смешанная симфония. Я тут упоминал, что он обращался к великой литературе, правильно, но не только Шекспир, Ромео и Джульетта. Девушки, он обращался к современной великой литературе. Девушки, в первой половине века самый знаменитый поэт в мире Джордж Байрон. Так вот, Джордж Байрон. Все с ума сходили. И вот на знаменитую поэму Джорджа Байрона «Чайльд Гарольд» в Италии он пишет свою симфонию. А симфония не простая, девушки, золотая. Концерт. Она и концерт, и симфония, концерт. Правильно. Вот потому и получилась симфония. Объясняю. К нему приходит его приятель, сеньор Никола Паганини. Актер, будь любезен, напиши концерт для альта. Ладно, напишу. Приходит к нему через годик. Ну как? Пожалуйста, вручает ему. Тот смотрит, постой. Актер, ну ведь это же не концерт. Это же симфония с солющим инструментом. Ну, в общем-то, да. Так оно и было. Но Паганини благородный человек. Он всю обещанную сумму заплатил. А это была большая сумма. И, конечно, это колоссальный помог Берлиозу был в долгах, как в шелках. Так вот, это полусимфония, действительно, значит, в конце получилась симфония. Но симфония необычная, поэтому, знаете, в этой симфонии сначала надо учиться солирующий альт. Поэтому симфония концерт. Это, кстати, первая великая произведение для альта. Поэтому альтисты могут все очень благодарны Берлиозу за это недоразумение симфонии концертом. Так вот, симфония-концерт. Итак, новый жанр. Более того, вы помните, что Бетховен изобрел симфонию смешанную, которая была симфония-ораторий, 9-я. Там в конце поют солисты и хор. Берлиоз и здесь пошел дальше. У него солисты поют уже не только в конце и один раз, везде. И две его симфонии именно таковы. Они для оркестра, для солистов, для хора. Это «Ромео и Джульетта», это симфония «Ле-ли-о». «Ле-ли-о» по-французски будет. «Ле-ли-о». Так, это тоже не все. Как вы знаете, нормальная симфония исполняется кем? Симфоническим оркестром. Кем же еще? Он изобретает симфонию, которая исполняется симфоническим оркестром, духовым оркестром, еще одним духовым оркестром, а еще и хором. Так вот, такого ни у кого не было, всех переплюнул. И называется она очень, девушки, необычно. Траурно-триумфальная. Оцените название. Все, что придумать мороженый лед. Простите, жареный лед, я оговорился. Два слова совместить. Траур и триумф. Одно другое исключает. Так вот, у него есть такая парадоксальная симфония. А еще Берлиоз был очень политизированным человеком, как его поколение. И идеи, конечно, были левые, республиканские крайне. Вот когда началась революция в Париже в 1930 году, что он сделал? Он взял пистолет, побежал на баррикады, естественно, стреляя в правительственные войска, как и молодой Ференц Лист. Только Лист не добежал до баррикад, а Берлиоз добежал. Вот, поэтому напишется симфонию в этой связи, кроме прочего. Ну, вот такой был. Теперь, мои взгляды его как музыканта были тоже леворадикальные. Но, кстати, правильный взгляд. Полагаю, что музыка содержательная. Музыка должна просвещать, воспитывать человека. Она должна приподнимать, делаться лучше, духовнее, благороднее, а не только развлекать. И вообще не развлекать. В этом был Шуман един. Говорят дальше о музыке, о его изобретениях. Что он еще изобрел? Итак, напоминаю, он вел в оркестр трубы, он вел арфы, это был великим изобретением. Он вел бас-кларнет, тоже великое изобретение. Он изобретел, сказал бы девушке, музыкальные технологии, а именно, он вводит в жанре симфонии лейтмотив. Лейтмотив. То есть, девушки, мелодию, фразу или мотив, буквально смысл слова, который обозначает какого-то героя, явление или понятие. И поэтому возникает много раз, связанное с этим героем, явлением или понятием. Эту идею он пахнул Вебер, но Вебер только в опере использовал, а он принес симфонию, потом так будут многие. Он вводит в симфонию понятие и вообще явление лейтембра, то есть постоянного тембра, который соединяется с каким-то героем. Это тоже изобретение. Кроме того,
Берлиоз производит революцию в строении симфонии. Вспомните, симфония состоит 4 части. Так началось с Гайдна, и так было у Моцарта и у Бетховена. Но помните, у Бетховена есть одна аномалия. 6-я симфония, где почему-то не так. Вот то, что у Бетховена была аномалия, делается нормой у господина Берлиоза. Частей столько, сколько требует сюжет, то есть программа. Не 4, повторюсь, столько, сколько требуется. Вот так. Так, кроме того, что он дает название своим симфониям, как назывался увертюр Бетховен, он дает еще им программы, то есть буквально литературный текст в начале. Но не только в начале симфонии. Литературный текст предпосылается как эпиграф ко всей симфонии и к каждой части. И мы понимаем, о чем в этой части будет речь. Вот так вот. А поскольку был литературно одарен, то он очень часто программы сам сочинял. Вот такая колоритная, любопытная личность. По сути, он стал более-менее нормальным жителем под конец жизни. У него уже не стало долгов, а так постоянно в долгах. Вот представьте ощущение в себя. Живешь 20, 30, 40, 50 лет, 60 лет, и ты постоянно в долгах. Ты не можешь свободно ощущать, что можешь купить то, что хочешь. Или в 60-е годы у него исчезли долги, появились кое-какие сбережения, он стал чувствовать себя свободно. И уже мог отказываться от своих статей, от своих рецензий, перестать быть рабом на галерах. Но это уже на 7-м десятке. В этом смысле можно посочувствовать. Жизнь была непростой. Так, теперь, это о его новаторстве. Но это еще не все. Именно от него Роберт Шуман потом возьмет идею всеобщей программности, тотальной программности. То есть Берлиоз пропагандировал и как музыкальный критик, и как композитор идею о том, что музыка должна быть вся программной. То есть опираться на содержание, сюжеты, образы героев, литературы, драматургии, поэзии, как великой, уже прошлого, античной, ренессансной, так и современной. И Берлиоз был этому правилу, говорит, у него все программное. Все. Потом так будет у Шумана практически все. И потом эта идея влечет очень большинство музыкантов 19 века. Ну, практически все, кроме того, Шопена и Брамса, и отчасти Мендельсона. А брал он действительно великую литературу. Вот, например, многие увертюры написаны на сюжеты. Девушки, в первую половину века самым модным романистом в Европе был шотландский писатель Уолтер Скотт, которого в России почему-то на немецкий лад именуют Вальтером, вообще там Уолтером. И он шотландец, не англичанин, запомните. Так вот, и он воспел Шотландию, Шотландия стала в моде безумной. Почему молодые мудрецы по Шотландии? Шотландия стала модной страной. Не только Италия и Испания, куда уже ездили, но и Шотландия. Так вот, и львиная часть своих увертюр берет тот сюжет Уолтера Скотта. То есть и современная литература, новейшая, прогрессивная. А теперь, девушки, в его репертуаре вы будете читать только одно произведение. Называется она «Фантастическая симфония». Это первая симфония. У него их вообще 5. Но он не дал никаких номеров, они все имели названия. Чтобы выстроили схему, я так сейчас назову. Итак, значит, фантастическая, потом симфония Лелио. Лелио. Кстати, Лелио задумано, знаете, как что? Как вторая часть фантастической. Да, то есть как фантастическая симфония 2, можно сказать. Так, Лелио. И задумано было так, что исполняется подряд. Потом Ромео и Джульетта. Ромео и Джульетта. Потом траурно-триумфальная симфония с таким парадоксальным названием. И, девочки, наконец, Чайльд, Гарольд в Италии. Если брать самые яркие, то, конечно, вот фантастическая, потом Чайльд, Гарольд, а потом отдельные части из Ромео и Джульетты. Из Ромео и Джульетты. Кстати, о Ромео и Джульетте один частях. Дело еще вот в чем. Помните, я вам тут про Вебера рассказывал, про Фрейшица. Так вот, Берлиоз обожал фантастику. Фантастический, сказочный образ. И у него очень много этой фантастики, больше даже, чем у Вебера. Он дальше развивает искусство воплощения этих образов в музыке. И у него фантастика есть и такая, знаете, привлекательная, манящая, и пугающая, жуткая, страшная. Он здесь пошел дальше Вебера, то, что Вебер начал. Так что он немного очень жуткой, страшной фантастики, потусторонней и инфернальной, адской, так можно сказать.
И здесь был большим мастером. И в этом отношении колоссально повлиял на современных музыкантов. Теперь. Итак, фантастическая симфония. Она первая. Но написала, когда был уже далеко не мальчиком, 27 лет. Чуть на 3 года лишь младше Бетховена был. И эта симфония великая. Повезло, так сразу говорить, написал шедевр. На мой взгляд, он себя здесь уже потом не превзошел. Но это, наверное, мой личный взгляд. Теперь, девушки, почему название такое? Я напомню, что романтики увлекали всем необычным, странным, причудливым. И все это называется словом фантастическое. В 20 веке наше воображение немного изменили после Второй войны. И мы стали фантастическим тем, что связано со всякой техникой и с полетами к другим звездным планетам. В общем, с космосом. На самом деле так. Фантастика — это все, что нереальное, все то, чего нет, то воображение существует здесь, а не там. Отсюда выражение фантом, призрак. Так вот, романтики это обожали хлебом не корми. Фантастики было в стихах, в романах, драмах, сколько угодно, и в музыке тоже. Какие-то романтики полюбили фантастики, страстной любовью практически все. Вот, даже Мендельсон был, только Шопена избегал и Брамса, а остальных хлебом не корми. Хоть немножечко, но будет, как говорится. Итак, фантастическая поэтому. Ну а что здесь? А здесь вот что, девушки, здесь симфония о том, чего не было. Так можно сказать. Вернее, и было, и не было. Сейчас поймете почему. Программу написал сам господин Берлиоз. Да, подзаголовок симфонии «Из жизни поэта». И тут уточнение. Вообще-то тогда слово поэт понимали не так, как сегодня. Сегодня поэт то сидит, пишет стихи. Нет. Это стихотворец, можно рифмоплет. Поэт — это вообще-то не профессия, девушки. Поэт — это отношение к жизни, к миру вокруг вас. Это состояние души. Поэтому, может быть, создавая пейзажи, создавая симфонии, создавая романы, быть поэтом. Так вот, и словом поэта назвали словом поэт и артист вообще человека искусства. Человек, наделенный богатым даром воображения, с очень тонкой натурой, восприимчивой. Теперь еще, там есть по-французски напишут «из жизни артиста», чтобы вы это поняли. Артист — это не актер, девушки. Это в России почему-то обожает актер называть артистами. Он великий артист, он актер. А артист вообще буквально человек искусства. Любой. Композитор, пианист, скрипач, певец, живописец, скульптор, поэт и так далее. И танцор. Это все артисты, люди искусства. А слово арт — искусство. Имейте в виду. Поэтому во французском слово имеет другой смысл. Так вот, и жизнь артиста, и жизнь художника тем самым. А художник, опять же, не живописец, а человек искусства. Так что тогда слова поэт, художник, артист были синонимами. А кто человек искусства? Да он, Берлиоз. Это симфония, девушки, автобиографичная. Это о себе он. Это он герой ее. Это о своей жизни, о своей страстной любви, о муках этой любви. То есть это исповедь, повторю, это монолог. Он делает искусство музыкально автобиографическим. И потом так будет поступать Ноя. Но он делает это первым. Так что же здесь происходит? Вернее, происходит. Да, он был влюблен. И все в Париже, ну, в мире музыки, в мире искусства это знали. А дальше то, чего не было, а то, что могло быть. Как вы, девочки, вспомните, как эту кинокартину смотрите. Вдруг изображение размытое, мы видим, герой крадется, или к нему крадутся, там, пытаясь задушить, он просыпается, и понимает, что все это было во сне, привиделось, или воображение. Вот вся симфония — это то, что было в воображении Берлиоза, но не на его, на воображении особом. Итак, герой страстно влюблен. Он подозревает любимую в неверности, что она его изменяет, что она к нему охладела. Он страдает, мучится. Он считает, что такая жизнь не нужна ему. Он решает отравиться. И принимает опиум. Вот тогда в Европе вошло в моду опиум в начале 19 века. То есть первая эра наркомании началась, но в очень узких кругах интеллектуалов и людей искусства. Принимает опиум, но оказалась доза мала для смерти. Но для предков еще не слишком велика. Поэтому погружается в жуткий, кошмарный, мучительный сон. Учтите опыт Берлиоза, девушки. Не принимайте наркотики. Так вот, мучительный сон. И вот далее все, что будет в этой симфонии, это то, что в этом кошмаре и привиделось ему во сне, а не то, что было на его. Поэтому у каждой честь свое название. Итак, первое терзание, страдания, муки. Так. Это его, повторяю, кошмарный сон, где она появляется во сне. Вторая часть. Он видит на балу. Приходит на бал, и там она.
И он замечает, что она к нему охладела, что она равнодушно не смотрит на него. Это мучает его. Подозрение достигает наибольшей силы в третьей части. Называется «Сцена в полях». И как романтический герой тебе пишет, что он делает? Когда совсем на душе ужасно делается, нет сил бороться с муками, герой убегает на природу, чтобы успокоиться. Потому что природа для романтика — это то, что это сила, опора, это то, что истинное, вечное, не фальшивое, как цивилизация, как люди. Так вот, убегает туда, но там мысли о ней тоже преследуют его, он не может отделаться. Девушки, навязчивая мысль, по-французски звучит так, иди фикс, в буквальном переводе. Так вот, иди фикс постоянно у него. Ну, как представьте, у человека, который сел на диету на месяц, вечная мысль о чем? О еде. А у него возлюбленный. Так вот, и вот четвертая часть. Он видит ее, вернее так, ему кажется, что он убивает ее. Его судят, приговорят к смертной казни. Девушки как казнили во Франции? С 1789 года. Все правильно. И так аж до 1939 года. Гильотина была. Поэтому во Франции как-то преступники боялись совершать преступления. Там ни расстрел не вешали на гильотину. Жутко. Так вот. И вот его ведут на казнь. Ему все, представляете, снится, что это казнь. И казнят. И опять образ ее в голове у него может отделаться, даже перед смертью. Такие жуткие картины. То есть он первым показывал в Японии и вообще музыке то, что никто никогда не показывал. Это был авангард той эпохи. И это еще не все. Потом ему видится, что он погрузился в сон, во сне, что он во сон погрузился, и что он оказался на шабаше ведьм. Ночь. Развалины какого-то дома, как в фэнтези картинах любят, триллерах. Так. Всякие вурдалаки, упыри, вампиры и прочая нечисть. Вопят, орут, радуются, пляшут. И тут появляется она понимает, что она здесь главная. Здесь. Что она самая ужасная ведьма, отвратительная. Они совершают обряд, они издеваются над мессой католической. Потом 12 часов бьет, и весь это уж кончается. И он просыпается в реальной жизни. Вот что происходит в симфонии. Вот почему она фантастическая. Так вот, таких вещей никто никогда не считалось показывать. Много считалось непоказуемая музыка, а другой считал, если можно показать, но это некрасиво, не эстетично. Нельзя этого показывать. Он решился. То есть он поступает, в общем, даже не как христианин и католик, но перестанет показывать здесь нечистую силу, дьявольскую, адскую силу. И они позволяли себе издеваться над религией, пародируя мессу католическую. Как его там католики не заели во Франции тогда, не знаю. Поэтому, девушки, здесь 5 частей. И у каждой есть свое название. Напоминаю, что третья часть – сцена в полях, четвертая часть – шествие на казнь, и пятая часть – ночь в шабаш ведьм. А уж после Берлиоза многие будут показывать такие страсти, в том числе и шабаш. Вот у Мусоргского есть такая жутковатая симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», где тоже, только не французская слетается нечисть, а русская слетается всякие домовые, или как еще называют, не знаю, в общем, тоже. Вот это. Но это после Берлиоза. Он открыл ворота, теперь можно, не страшно. Девушки, он не только сделал 5 частей, он изменил распорядок. Вспомните, раньше как было просто ясно. Значит, первая драматическая, вторая лирическая, там может быть пейзаж, третья жанр бытовая, четвертая, значит, опять драматическая. Так было до Берлиоза. Берлиоза все подчиняется содержанию, сюжету, который там есть. Вот сами посудите. Вторая часть здесь какая? Бал. Ну, естественно, бал показать танцевальной музыкой. А вспомните, где был танцевальный дуэт? В третьей части, минуете, а тут и во второй части, оказывается. Так, уже переставил. Теперь, третья часть, сцена в полях. Конечно, музыка показывает еще природу, пейзаж и размышления героя-мучителя о том, что она его не любит. Это типичное содержание второй части. Здесь она оказывается третьей части. Четвертой части вообще не место в симфониях было. Почему? Это шествие на казнь. То есть, это итог. Но, сами понимаете, трагически. Герой-то голову отрубают гильотиной. Так вот, это то, что, ну, может быть, в конце, но никак не в предпоследней части. Но и последняя часть. Шабаш, ночь шабаша. По сути, это вид скерца, страшная, пугающая. А скерца будет предпоследней части. То есть все не так. Соответственно, девушки. И формы-то традиционные для сонатного цикла
тоже все изменились. Да, первая часть традиционной сонатной формы. А дальше, девушки, дальше совершенно по-другому. Вот, и вторая часть, и третья в сложных, значит, формах написаны. А шествие на коне по чувству сонатной формы. Шутка Берлиоза. А аналогов финалу «Ночь шабаша» вообще нет. Контрастно-составная форма. Где он слепляет три в одном, девушки. Тут тебе и пляска дьявольская, тут тебе и фуга, тут тебе и место с хоралом. Несопоставимые вещи совершенно. Вот что он делает. Так, теперь, кстати, Вебер, насчет его изобретений, я вот сейчас понял, что кое-что не сказал, но сразу, он удивительная вещь. Он не только ввел новые инструменты, он ввел новые приемы игры. А если вы заставили инструмент играть по-другому, вы тем самым, по сути, новый инструмент изобрели. Какие? Ну, во-первых, он вводит в оркестр, кроме ударных, кроме литавр, он вводит в оркестр тарелки, он вводит барабан малый. Так. Он вводит колокола. Колокола. А насчет новых приемов, девушки. А вот какие приемы? Это он научил музыкантов играть у подставки. Струнников среди вас, по-моему, нет, да? Но вообще, если смычок сыграете не здесь, а вот прямо там, где подставочка по струне, будет такой странный звук, потусторонний, нереальный, у подставки за или перед. Это он научил играть флажолетами. Сейчас говорят, флажолете не инструменте, а приеме. Говорят, когда смычок чуть-чуть касается струны, звук от струны нереальным. И нужно на гитаре тоже флажолет играть. Дальше. И это еще не все. У него скрипачи заграли так. Представьте, смычок не проводится, а вот так бьет волосом смычка по струнам. Очень странный звук получается. И это еще не все. Смычком он научил играть, заставил так. Деревянные части перевернул, волос наверх, и вот деревом поэтому. Для чего? Жуткий звук. Значит, даже понимаешь, что играет. Где он стоял? А когда в пятой части скелеты пляшут, вот это он показывает звучанием. Гениальная находка. Публика аж застыла, когда это услышала. Они поняли, что это играет, вообще есть такие инструменты. Все на все изобрел. Поэтому будет много экспериментировать. Но эти дерзкие эксперименты все он делал. Ради точности, конкретности, наглядности. Так, девушки. Ладно, на сегодня все, увлекся. Итак, до встречи завтра.